Язгы ташкынга әзерлек эшләре тамамланган. На Павловской гидроэлектростанции завершена подготовка к паводку. Павловский гидроэлектростанциясында язгы ташкынга әзерлек эшләре тамамланган. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Вы слушаете «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщения прочитаны в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Здравствуйте, друзья! Мы начинаем «Уфимский разворот». Сегодня вас приветствует Денис Ганиев. Руслан Валиев за пультом звукорежиссера. Сегодня Никита Полянин. Доброе утро, друзья. Присоединяйтесь к нашему эфиру, к нашей трансляции в виде разных активностей. Например, в виде сообщений и вопросов на СМС номер +7 927 304 1051. Также к этому номеру привязан аккаунт в Телеграме. Смотрите наш эфир в Фейсбуке и на Ютубе. Ставьте лайки и ставьте колокольчики, чтобы не пропускать все остальные наши эфиры. Таких у нас тоже много. Проанонсирую, что у нас сегодня будет. Почитаем прессу. Довольно много интересных событий разворачивается у нас в общественном пространстве. Послушаем фрагмент программы «Персонально ваш» с Ростиславом Мурзагуловым, с которым мы вчера встречались в этой студии. Обсудим графу «национальность», давно забытую. Оказывается, есть предложение вернуть ее в паспорт. Поголосуем на эту тему ближе к середине часа. А после перерыва, то есть после новостей, у нас в гостях председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии Тимур Мухаметьянов. Транспорт, общественный транспорт, дороги, ямы, мобильные приложения, оплата проезда, турникеты. Вот это все мы обсудим во второй части, поэтому также предлагаю оставаться сегодня с нами до конца эфира и присоединяться к эфиру. Отправляйте свои вопросы, кстати, мы с удовольствием их переадресуем нашему гостю. Конечно, время тем более для этого еще есть. А начнем мы сейчас с сайтов. Дорогие друзья, начнем с медиакорсети, которая публикует очень интересный материал. Член СПЧ помог уволить директора школы в Уфе за перегибы. Очень большая, интересная, познавательная статья, связана как раз-таки, помните, государственный язык башкирский, была история, когда огромное количество родителей было против, чтобы изучать это. Дискуссия, да, позапрошлого года. В итоге это кончилось тем, что обязательное изучение отменили, но вот в этой школе... Но есть директора, точнее, был такой директор, который по своей принципиальности заставлял всех учителей... Я сейчас вкратце расскажу, просто, чтобы не перечитывать весь материал. Значит, Эльмир Мазитов имел, это директор, конфликт со своими учителями, которые считали, что раз в законе разрешено выбор языка для изучения, то родители могут это делать. Он говорил, нет, ничего подобного, изучаем только башкирский язык, заставляя, собственно, это делать. И там очень долгий конфликт, кстати говоря, надо отдать должное, что за пределы школы не выводили его долгое время, но когда приехал СПЧ, в том числе члены которого были у нас в гостях, учительнице удалось встретиться с представителем этого совета, и она, в общем-то, донесла эту информацию, заинтересовал этот вопрос, и представители СПЧ, в общем-то, приняли сторону учителей, которые, по букве закона, да, родители могут выбирать сами. И, в общем-то, победа учителей, получается. Ирина Киркор, это представитель СПЧ, и Айбулат Хажин, это министр образования. Они, собственно, обсудив это, приняли решение, что нужно освободить от занимаемой должности. Я абсолютно согласен. Я поддерживаю. Наверное, не поддержать нельзя, с другой стороны, нельзя не понять и преподавателя, точнее, директора и его же преподавателя, да, то есть он, скорее всего, болеет и радеет за то, что башкирский язык должен существовать, должен жить, и, в общем, как умел и пытался эту тему продвигать в массы. Кстати, мы спорить не будем, конечно же, язык должен жить, но когда ты что-то навязываешь людям, да, сейчас все люди грамотные, сейчас все знают законы, но, мне кажется, с другой стороны, есть хорошие артисты, которые прививают любовь к башкирскому языку и к башкирской музыке, например, там Аргымак, Зайнеддин и так далее. Мне кажется, этим путем надо.
А? Ты знаешь, кстати, вот многие эксперты, которые в нашей студии были, тоже об этом говорят. Из-под палки мил не будешь, да. Конечно. Поэтому язык в том числе и любовь к нему, и желание его изучать все-таки прививать нужно другими путями, чтобы человеку самому было это интересно, чтобы было желание, да. Вот В общем, у нас люди хотят английский изучать, потому что, типа, вот за границу ездить, катают, да. понимают, у людей есть мотивация, и здесь должна быть мотивация, соответственно, своя. Ну, читайте большой материал, очень интересный, особенно родителям школьников это будет полезно, ну и ознакомиться с этим. Еще одна тема, отголоски приезда СПЧ в наш город, медиакурсеть также. В Уфе на встречу с Хабировым позвали так называемый ручной профсоюз от скорой помощи, называется материал. Так. Значит, представители независимого профсоюза медиков «Действие», так называется профсоюз, считают, что руководство республиканской станции скорой помощи решило скрыть истинное положение дел от московских гостей. Значит, как сообщили в пресс-службе главы региона, Ради Хабиров отметил на этой встрече, что для улучшения материально-технической базы в рамках нацпроекта за счет средств бюджета в прошлом году для службы скорой помощи были приобретены новые автомобили скорой помощи, оснащенные всем необходимым оборудованием. Ну, это такая, да, официальная часть этой встречи. Там присутствовали министр здравоохранения, исполняющий обязанности, то бишь Максим Забелин, ИО вице-премьера Ленара Иванова и так далее. Так вот, были там представители медицинского сообщества, но вот как раз не было ни одного человека, который представлял бы независимый профсоюз «Действия». И по мнению активистов этого профсоюза, в общем, от них умышленно скрыли факт встречи башкирских медиков с представителями СПЧ, конкретно с Натальей Евдокимовой, которая как раз отвечает вот за такие социальные медицинские вопросы. Она, кстати, в том числе была на встрече с коллективом роддома в Салавате, где вот этот смех состоялся, да? Бурная овация. Да. И, в общем, в итоге, по мнению членов этого профсоюза, эта встреча была формальностью и, в общем, никакого полезного результата не принесет. Вот. Я, кстати, надеюсь, что в одном из утренних эфиров мы с Натальей Евдокимовой созвонимся и обсудим вообще итоги приезда в республику вот с точки зрения их, да, взгляда. Вот эта встреча в Салавате так или иначе нас интересует. Вот этот момент тоже обсудим, я думаю, в ближайших эфирах. Ну, мне кажется, ничего удивительного не происходит на самом деле. Всегда, когда есть серьезная встреча с серьезными людьми, на нее приглашаются только те люди, которые не встанут в ненужное время, не ляпнут что-нибудь ненужного. Поэтому вполне я могу вот доверять этой информации. Я тоже могу доверять. Единственное, вот в оправдании скажу, что СПЧ, по крайней мере, да, не скрывали своих мероприятий. И если приходили люди незапланированные, насколько я уже успел узнать, их все-таки пускали. Я имею в виду представителей СПЧ. Да, другое дело, это не очень радовало, конечно, представителей власти республики нашей. Ну, в общем, как рассказывала наша гостья, да, Екатерина Винокурова о том, что, в общем-то, мы как раз-таки хотим услышать объективную информацию. Ладно, аргументы и факты публикуют материал, который, ну, может нас напугать. В общем-то, Башкирия вошла в топ-5 регионов с наибольшим количеством преступлений. Ну, наверное, вот здесь тут... опять та же самая история, которая у нас всегда происходит со статистикой. Башкирия в лидерах по разным показателям по одной простой причине, потому что Башкирия в лидерах по количеству населения по России. Раз, да. А во-вторых, вот у нас же еще очень важно, как подаются цифры. Вот я не раз слышал, что не умеют наши правильно цифры подавать. Это не имеется в виду, что вот, правильно укрывать или что-то, а вот, правильно отчитываться. Поэтому кто-то, может быть, притаили, где-то что-то припрятали, где-то... удивительная информация. Ну ладно, давайте, вот у нас 5-е место после Москвы, там 140 тысяч преступлений, у нас 57,4 тысяч преступлений, в Москве 140 тысяч, Московская область 80 тысяч, Краснодарский край 68,1 и Челябинская 57,4. А вот меньше всего преступлений на Чукотке. Вот. Ну вот все просто. Когда на квадратный километр живет один человек. Корреляция абсолютная. Да, то есть названы да. регионы, вот лидеры по населению. Краснодар, Москва, область. Ну, правда, Челябинская область здесь вот немножко не совсем. А я почему на это обратил внимание, на этот материал? Потому что вот любая статистика — это все-таки цифры, да? И вот сложность подсчета истинной единицы достаточно нереальна. Потому что, действительно, если у нас больше, конечно, у нас будет больше. Это Хотя вот... методики ведь есть. На 100 тысяч населения такие вещи нужно рассчитывать. Да, там смертность, рождаемость, в том числе преступления. Вот это были бы объективные показатели. Ну, до этого нам еще идти. Так, идем дальше. Идем дальше. Значит, про Уфу подсчитали и посмотрели, что будут есть депутаты в Курултае. Но здесь, я так понимаю, не ежедневное питание, а какие-то мероприятия. Об этом идет речь. Так. 500 000 рублей потратят на блюда в представительских мероприятиях.
Информация появилась на сайте госзакупок, пишет про Уфу. Торги пройдут 8 апреля. И в результате этих торгов фирма, которая выиграет, будет обеспечивать вот эти представительские мероприятия питанием до 31 декабря. Значит, тут есть условия, как обычно это самое интересное в этих вещах, да? Так. Значит, официантов должно быть как минимум 2 на 6-8 гостей, да? Такая стандартная примерно плотность. Значит, к требованиям также относится обеспечение конфиденциальности любой информации, ставшей доступной при оказании этих услуг. Среди блюд, которые должен приготовить исполнитель, много национальных: чак-чак, очпачмак, губадья и другие. Среди напитков кумыс, чай с башкирскими травами и другие напитки. Первоначальная цена контракта, кстати говоря, вполне такая вот, разумная, на мой взгляд, 500 тысяч рублей. И конкретно расклад по блюдам в виде большой-большой таблицы здесь на сайте про Уфу есть. Кому интересно, почитайте. Баш-Ньюс публикует материал о том, что сельские жители выходят на борьбу с суррогатным алкоголем. Кстати, после того, как в Рио главы региона выложил в своем инстаграме, в своих социальных сетях видео, где активистка в одном из сел поднимает этот вопрос достаточно серьезно. Тема стала актуальной. Что парадоксально, что нужно, чтобы в Рио обратил внимание, чтобы все за это уцепились. Да, раньше-то где, что? Тема актуальной является вечно, но да? никак не решается. Да, в общем-то, борьбу с суррогатным алкоголем будут вести жители башкирских сел и деревень. Такое решение приняли на сходе граждан сразу в нескольких районах Башкортостана. Их поддержал Ради Хабиров. Вот здесь приводится цитата Гульшат Ихсановой, жительницы деревни Ташкурова. Преступность, хулиганство в основном совершается, когда человек нетрезвый. Сложно поспорить. Поэтому обязательно нужно пресечь продажу нелегальных спиртных напитков. Волновали народ и дороги, состояние улиц. Ташкурова, Балтачевского района? Да. Ой, знаю эту деревню, там очень активные жители. Прямо. Собственно, тут и деревня Уйбулат. У нас маленький ребенок, внук у меня есть, поэтому вот много случаев было, и надо это все, в общем-то, в каждой деревне про пожары, есть те, кто продают вот этот спирт в 5-литровых, баллонах, вот эти фанфурики и так далее. Как правило, все в курсе. И это происходит, я не знаю, вот сколько себя помню, всегда это происходило. Начиная с конца 80-х во время антиалкогольной кампании, это было все 90-е, нулевые и сейчас. Да, абсолютно верно, но тем не менее инициатива-то неплохая вроде бы как. Единственное, чем все это закончится, будем посмотреть, как говорится, и всегда цена и доступность, да, мы знаем, что у нас после 10 алкоголь нельзя продавать и так далее. Рынок решает, да, и всегда найдутся люди. Пока нечем заняться человеку, он будет искать развлечения. Тоже верно, опять же, задуматься над тем, в деревне что делать? Чем заняться. В основном, кстати, и клубы даже сейчас не работают. Те же самые места, куда люди могли раньше приходить, что-то делать, да, вот пообщаться. Я сейчас проехал в рамках одного проекта всю республику Башкортостан, и вот, знаешь, 80% там реально нечем заняться. Пришел мужчина с работы, если есть эта работа, слава богу, да, она не везде есть. Все, он пришел, что делать? Конечно, проще всего к джину обратиться из бутылки, да, скрасить свой вечер. Это печально, конечно, печально, но опять-таки нужно начинать с культуры, наверное, с культуры, с молодежи, с подрастающего поколения. Либо заниматься этим параллельно, так, чтобы одно другое не исключало. Да. У нас по инвестпроектам, по инвестиционному климату, также на ПроУФУ статья о том, что у нас идет реформа инвестсистемы. В каком смысле? Ради Хабиров подписал указ о создании новых ведомств, работа которых призвана улучшить инвестиционный климат республики. Значит, это коллегиальные органы: инвестиционный совет и инвестиционный комитет. Пока если честно, мне сложно понять, да, в чем разница и в чем их суть. Указ об их назначении опубликован. Значит, в состав совета вошли 35 человек во главе с председателем, которым является сам в Рио главы республики Ради Хабиров. Также туда вошли глава администрации Александр Сидякин, сопредседатель Деловой России Андрей Назаров, представители общественных муниципальных организаций. Значит, разработка предложений для бизнеса входит в функционал этого совета. То есть сам совет будет, видимо, что-то придумывать и говорить: бизнес, идемте сюда, у нас есть к вам предложение. Опять же, идея, на первый взгляд, звучит заманчиво. Как она будет работать? Нужно инвестировать, нужен капитал, нужны привлеченные деньги для того, чтобы развивать то, что у нас есть. А есть у нас, слава богу, развивать есть чего. Если брать туристическое направление, уникальная природа, конечно же, было бы здорово. Успеваем еще? Давай еще. Да, news102.ru по итогам социологических исследований сайта Авито, это сайт объявлений, печатают статью о том, что в Уфе выросла средняя зарплата. Это неофициальные данные, это по данным сайта Авито. Да. Значит, за год повысилась почти на 7%, достигнув 34,1 тысячи рублей. Но по итогам первого квартала уменьшилась на 1%. Это эксперты Авито говорят. Но интересно, что больше всего компании ищут продавцов, перевозчиков и строителей. Слишком много у нас сейчас продажи и стройки, да.
Куда девать, до сих пор не знаю. Пусть они будут, раз есть спрос, наверное, и предложение должно быть. Я считаю, что любой работы должно быть много, и хорошие, и разные. Но вот этот рост на 7%, если честно, не особо радует. Да, реальная покупательная способность благодаря этому вряд ли выросла. Инфляция все-таки не меньше, по меньшей мере, а то и больше. Инфляция больше, насколько мы знаем, да. Соискатели больше ищут, значит, транспортное, строительство и продажи. Ну, собственно, то же самое. Больше всего в Уфе платят строителям, в среднем 41,5 тысячи рублей, рост на 11%. На втором месте сфера транспорта, 38 тысяч рублей. Продажи 34, прям что какие-то цифры. Это, знаешь, это когда на Авито объявление выставляют, ищу работу, зарплата 35 тысяч, да, берем эту цифру, а на самом деле человек соглашается на 21. В результате. Я думаю так, потому что, неужели прям вот такая, я не верю в такие средние зарплаты. Хотя в средние верю. По-моему, даже официально у нас 35 тысяч средняя зарплата. Но мы же слышали про официальные данные средней зарплаты, взрывающие залы. Это точно. В общем, как-то так. Друзья, административная работа выше, чем в столице, 28,9 тысяч рублей. Вчера весь день на федеральном эхе говорили в том числе о данных Росстата, который привел цифры, что для семьи, чтобы просто свести концы с концами, нужно 58 тысяч рублей в месяц, кстати говоря. Вот исходя из этого тоже вопрос. Много это или мало? Вчера тоже искал одну статью, и там, было написано, что пособие на маленького ребенка 57 рублей в месяц, а мусор с него берут 140 рублей. О, прекрасно. Красота? Ну что, друзья, обзор прессы мы на этом заканчиваем и предлагаем вам обещанный фрагмент программы «Персонально ваш» с Ростиславом Мурзаголовым, где мы обсудили, конечно, многое, в том числе ситуацию в Сибае. Ради Хабиров высказался по поводу газоанализаторов, которые использовали активисты. Якобы они там какие-то китайские или вьетнамские, непроверенные. Но активисты показали, они у нас нормальные, отечественные, сертифицированные и так далее. Где в Рио глава региона берет информацию такую неточную? Нет, не совсем удобно получилось. Смотрите, по поводу Сибая. Когда туда в полном составе приехал Совет по правам человека во главе с Цыпленковым, вы про Цыпленкова просто погуглите, сколько он в своей жизни крови выпил всевозможным политикам федерального масштаба, регионального масштаба и прочим остальным, потому что он такой, потому что он активист, потому что он в этом разбирается. Когда они все дружно залезли в шахту и всем этим активистам сказали: ребят, мы видим, что основные очаги потушены. Мы подтверждаем, что замеры, которые показывают, что сейчас сильно снизилось количество случаев превышения допустимой концентрации, может быть, в десятки раз. Зачем еще копии ломать и придумывать, что нет, смотрите, газоанализатор, у него тут в одном месте стрелочка скакнула. Это, конечно, спекуляционные уже пошли вещи. То есть люди понимают, что к ним внимание сейчас станет меньше, что взаимодействовать глава города с ними станет меньше и так далее. Тут тоже, конечно, ребята передергивают. На самом деле они неправы и неправильно поступают, потому что то, как они защищали интересы сибайцев, эти ребята из группы Сибай-Даши, это очень здорово было, потому что это то самое гражданское общество, которое сейчас тут с турникетами в Уфе боролось. Правильно боролось, потому что когда вы какую-то проблему поднимаете на обсуждение, и когда много народу аргументированно говорит, что это так, а это так, Хабиров просто всех слушает, тех, кто так говорит. И когда он видит, что это не инспирированная история, а именно аргументированно, как в случае что с турникетами, что с Сибай-Даши в начале их пути, потому что они били в колокола, а власть поначалу так пыталась сказать, что да все нормально, там уже заиливание идет, и значит сейчас там мы все заилуем окончательно. И было понятно, что ничего они там не заилуют, пока Хабиров не приехал, не дал команду закрыть шахту, залить все к чертям собачьим. Они это спровоцировали, правильно сделали, потому что они были правы, и аргументированная была позиция. Сейчас аргументированная позиция, подтвержденная, наверное, самым авторитетным экспертом СПЧ в стране, что действительно основное потушено, и успокойтесь, просто дождитесь, когда пар перестанет идти. Нет, ребята, смотрите, тут скакнуло. Нет, не китайский, нет, вьетнамский. Ребят, серьезно, камон. Вас позовут, обязательно позовут. И в деятельность администрации позовут. И общественный совет по экологии создадут под вас. И что-то подобное сделают, потому что я знаю, как Хабиров в таких ситуациях работает, если с ним не пытаются работать выкручиванием рук, шантажом и чем-то подобным. Тогда будет как с Исаевым примерно, я думаю. Вы прослушали фрагмент программы «Персонально ваш». В гостях был Ростислав Мурзаголов. Этот и другие фрагменты с участием наших гостей. Полные версии, не фрагменты. Да, полные версии. Смотрите, слушайте на нашем сайте, на нашем канале и в Ютубе «Эхо Москвы» в Уфе. Ищите, очень много полезного. Кстати, наш телеграм-канал, в котором всегда самое свежее, самое... вся информация, которая генерируется нашей редакцией. Хотел придумать, что же там за вишенка на торте, но нет, просто все, что у нас есть, там есть. Следите, будьте с нами. Ссылка на телеграм-канал прямо на главной странице сайта. Кликаете и подписываетесь. А мы сейчас какую тему возьмем. Ваш медиа и Дель Реалии написали о том, что общественная организация «Башкорт» предложила вернуть в паспорт 5-ю графу.
Значит, по итогам съезда своих сторонников она внесет, Башкорт-организация, имея в виду, в Госсобрание Башкирии 2 предложения для передачи их дальше на рассмотрение в Госдуму России. Первый касается указания национальности в паспорте, второй — дублирование имени, фамилии и отчества на родном языке владельца паспорта. В качестве аргумента Башкорт ссылается на 26-ю статью Конституции России, по которой гражданин России вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Однако наши граждане до настоящего времени не имеют возможности реализовать это право в полной мере. Ими самими добровольно определенная национальность юридически не может быть указана ни в одном документе, устанавливающем личность гражданина, пишут авторы инициативы. Значит, ну и соответствующие законодательные акты предложили активисты изменить, чтобы эту графу вернуть, я так понимаю, в масштабе всей страны. Ну что, друзья, тема вроде как обсуждалась активно в 90-е, в конце 90-х, да, помните эту эпопею, когда новые российские паспорта, например, в Башкирии не выдавались некоторое время, выдавались временные удостоверения личности до решения, потом начали выдаваться российские паспорта, но с вкладкой на башкирском языке, которая в конечном итоге была упразднена. Речь сейчас возвращается не только о том, чтобы вкладка была, но и о том, чтобы была графа национальность. Итак, друзья, если вы поддерживаете инициативу и считаете, что графа национальность должна вернуться в российские паспорта, голосуйте по телефону 262 72 47. Если вас устраивает нынешнее положение, в наших паспортах, как известно, нет графы национальность, и вы не считаете, что эту графу нужно в паспорт вернуть, голосуйте по номеру 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Процесс пошел, давайте обсудим. И напомним номера сразу. Да. Если вы считаете, что графа национальность — это необходимость, особенно для таких республик, как наша, например, да, и вообще в масштабах страны это нужно вернуть, 262 72 47, не нужно возвращать 262 72 48. Да. Ну, а вот зачем? Я понять не могу. Я, например, как человек с юридическим образованием, понимаю, когда есть статья в законе, что человек имеет право в судах защищать себя на своем родном языке. Но понятно, что Например? есть люди, которые по-русски плохо разговаривают. И наоборот, да, допустим. Это логично. А здесь зачем? Ой, вот я пытаюсь найти объяснение. Вот, они ссылаются на то, что человек имеет право указывать свою национальность. И типа он не может это право реализовать, потому что в паспорте не написано. А где он предъявляет этот паспорт, чтобы указать свою национальность? Вот, для чего это? Где это используется? Вот я, например, да, вот по себе сужу, на сегодняшний день, если я хочу заявить где-то свою национальность, и если я хочу сам, да, я могу это сделать. Конечно. Официально. Вот в эфире могу сказать, Конечно. могу в соцсетях написать, в анкетах каких-то, да, я могу это указать. А вот если я не хочу, я этого делать не буду. И никто не узнает, потому что в паспорте нет. Если в паспорт эта графа возвращается, то хочу я этого или не хочу, об этом узнает сотрудник полиции, который проверит мой паспорт, кто угодно, да. Хорошо, и что? Ну вот он узнал, и я пытаюсь понять вообще глубинную суть, вот смысл. Глубинная суть, ну в чем она? Вот опять же, да, те, кто помнят события там тех же 90-х, а то и советских времен, вспоминают, что иногда по национальному принципу в нашей стране возникали сложности. Ну, например, при поступлении в определенные учебные заведения. Это я помню из своего детства. Абсолютно согласен, у меня такая же история. Значит, возможно, были сложности с кадровым продвижением по службе. Невозможно, а точно. Таких примеров огромное Кстати, количество. там прям есть эта графа в любой анкете. Я сам работал энное время в органах власти, и там как раз-таки есть графа твоя национальность. Ну а зачем? Что-то, я не понимаю, что это дает. Ну вот... Мне кажется, это... Люди вот голосуют, кстати, и очень много голосующих. Активно Я голосуют, напомню, да? номера, и мы будем заканчивать через 15 секунд. 262 72 47, вы за то, чтобы вернуть графу национальность. 262 72 48, вы против того, чтобы возвращать графу национальность в паспорта гражданина Российской Федерации. Итак, последние цифры у нас тут догружаются, и я нажимаю стоп, и вот у нас какие результаты. И? Довольно неожиданные, на мой взгляд. Барабанная дробь? 33% за и 32% за, 68% против. Вот такие цифры. Ну что, у нас перерыв на новости, после этого вернемся в студию с гостем. Семь 7:30 в Москве, в студии Александр Климов. Новости. 6 человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе Дон. Еще 2 пострадали. Как сообщили ТАСС в Минчес по Московской области, на 65-м километре трассы в Домодедове столкнулись фура и микроавтобус. Среди пострадавших есть ребенок. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Правительство России рассматривает возможность выдачи материнского капитала при рождении уже первого ребенка. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Я не буду скрывать, конечно, и такие варианты тоже обсуждаются. Конечно, это очень большие финансовые вложения. Очевидно, что, скорее всего, нам нужно будет принимать дополнительные меры для того, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей. Это связано с многими аспектами, в том числе и с необходимостью обеспечения и сохранения нации российской. Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Сертификат выдается за рождение второго или следующих детей. Размер материнского капитала составляет сегодня чуть более 450 тысяч рублей. С космодрома Куру стартует сегодня российская ракета «Союз» с 4 европейскими спутниками связи 03Б. Как сообщила компания Arianespace, старт запланирован на 19:30 по Москве. Спутники будут доставлены на орбиту с помощью российского разгонного блока «Фрегат». Космические аппараты 03Б дополнят европейскую спутниковую группировку, обеспечивая доступ в интернет для пользователей в 50 странах мира. Король Саудовской Аравии Салман Аль-Сауд подарил Ираку $1 миллиард. Как сообщил саудовский министр торговли и инвестиций, эти средства предназначены для строительства в Багдаде стадиона на 100 тысяч зрителей и спортивного городка. Место для этих объектов выберут власти Ирака при участии саудовской стороны. Как отмечают наблюдатели, Саудовская Аравия активно налаживает отношения с Багдадом, рассчитывая снизить влияние Ирана, на который иракские шииты ориентируются после падения режима Саддама Хусейна. Новым официальным представителем Госдепа США назначена Морган Артегус. До этого назначения она работала экспертом телеканала Fox News по вопросам нацбезопасности. На прошлой неделе госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт оставляет этот пост. В Москве сейчас +5, днем от 8 до 10 градусов тепла, без осадков. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Набор водителей такси. У нас всегда для вас много работы. Служба заказа «Такси Мотор» 2 900 900. В Уфе есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, что не боятся высказать его вслух. По будням эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» со вторника по четверг после 15 часов. Все, чем живет башкирская благосфера, расскажет Евгения Куцуева в программе «Блок-аут». Каждый четверг в 14:35 на «Эхе Москвы» в Уфе. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. Корпорацию развития Башкирии возглавит Раиль Сарбаев. По данным собственного источника «Коммерсанта», на работу Сарбаев, который до 2010 года занимал должность премьер-министра республики, заступит уже сегодня. О том, что генеральный директор корпорации развития Башкирии Олег Голов уходит, не сообщалось. По словам собеседника издания, это назначение, цитирую, демонстрирует, что временно исполняющий обязанности главы республики Радий Хабиров закрыл последний конфликт и работает со всеми сильными игроками. Центральная избирательная комиссия России предложила временно исполняющему обязанности главы Башкирии Радию Хабирову кандидатуру директора Института права Башкирского государственного университета Илоны Макаренко на назначение членом
ЦИК республики с правом решающего голоса. Об этом сообщает Башинформ. Напомню, ранее источник «Коммерсанта» сообщал, что после отставки главы ЦИКа Башкирии Хайдара Валеева его место может занять именно Илона Макаренко. Валеев покинул свой пост 28 марта в связи с переходом на работу в администрацию главы Башкирии. Заместителем главы МВД Башкирии назначен Олег Олейник из Томской области. Как сообщает портал ПроУФУ, соответствующий приказ подписан временно исполняющим обязанности министра внутренних дел России Аркадием Гостевым. Ранее Олег Олейник занимал аналогичную должность в Томской области, куда был назначен в 2016 году. Как сообщает «Коммерсант», Олейник в МВД республики возглавит Главное следственное управление. Место оставалось вакантным после ухода в январе на пенсию бывшего начальника главка Виктора Михайлова. В Башкирии сильный ветер повредил крыши зданий. Пресс-служба МЧС сообщает, что 3 апреля в деревне Насибаш Салаватского района сорвало крышу спортзала. Пострадавших нет, ситуация находится на контроле. Кроме того, 2 инцидента зафиксировано в Уфе. На улице Чернышевского 100 произошло падение дерева на автомобиль «Шкода Октавия». По данным пресс-службы Управления гражданской защиты Уфы, его распилили и убрали сотрудники УЖХ Кировского района. Еще один инцидент произошел в Орджоникидзевском районе в поселке Старые Турбаслы. Ветер сорвал листы железа, которыми была покрыта крыша спортзала школы номер 145. На проведение основных занятий в образовательном учреждении данный инцидент не повлияет, сообщает ведомство. Восстановление кровли планируется начать сегодня. В завершении выпуска о погоде. Сегодня в Уфе переменная облачность, ветер без осадков, температура воздуха от +2 до +8 градусов. Сейчас за окнами ясно, 2 градуса тепла. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем «Уфимский разворот». Сегодня в студии Денис Ганиев, Руслан Валеев и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. И у нас в гостях председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Республики Башкортостан Тимур Мухаметьянов. Здравствуйте, Тимур Афисович. Руслан, добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели. +7 927 304 1051 номер для ваших вопросов. Вопросы, я вижу, уже поступают, но мы к ним обратимся позже. Предлагаю начать с системы общественного транспорта. Понятно, тут вопросов много, да, даже в одном эфире не уложишься, но вот лично меня больше интересует сейчас единая система оплаты транспорта. Насколько реально ее внедрить в нашем городе по всем видам общественного транспорта? И будет ли она вот похожей на систему оплаты в Москве? Там карта «Тройка», как известно, есть. Ну, вы правильно начали, что вопрос этот довольно объемный. Я так понимаю, времени у нас сегодня немного. Вам удалось меня вытащить одним из немногих СМИ, которые, собственно, с вчерашнего дня меня с утра уже терроризируют с точки зрения подачи той или иной информации. И самое главное, тех решений, которые мы будем принимать, которые мы уже, по сути, для себя подготовили, которые мы уже, по сути, для себя приняли. Безусловно, отвечая на ваш вопрос, внедрение единой транспортной карты, автоматизированной системы оплаты — это необходимая вещь, которая вот уже должна была быть принята не сегодня, можно сказать, но вчера. Все те мероприятия, которые сегодня реализуются в Республике Башкортостан, начиная с города Уфы, это все звенья одной цепи под названием реформа транспортной отрасли, под той работой, которую мы сегодня осуществляем по систематизации общественных перевозок. И внедрение автоматизированной системы оплаты проезда, безусловно, это реалистичное мероприятие, оно должно быть реализовано уже до конца этого года в соответствии с той дорожной картой, которая у нас только утверждена. В госучреждениях или во всех транспортных средствах? Во всех транспортных средствах. На то есть и соответствующие требования федерального законодательства уже с 1 июля
на автобусах у перевозчиков должны быть установлены соответствующие кассовые аппараты, что подразумевает в том числе и через применение облачных технологий, внедрение ОСОП, как мы называем, автоматизированной системы оплаты проезда. Мы что решили в Уфе? Я хотел бы начать от общего к частного, как любят говорить китайцы. Вы знаете, в последнее время вот я слежу активно за перепиской, и радиофорич следит, вот в том числе за той дискуссией, которая разворачивается в Фейсбуке. Есть, как я вижу, желание в том числе, наверное, ряда перевозчиков, в первую очередь частных перевозчиков, перевернуть понятие. Ведь, по сути, систематизация общественных перевозок — это довольно объемное мероприятие, это довольно много вещей, которые должны быть осуществлены одно с другой. Это и обновление подвижного состава, и автоматизированная система оплаты проезда, и самое главное, наверное, здесь две задачи самые главные. Это повышение удобства пользования общественным транспортом для самого пассажира, это самая основная их задача. И второе, это повышение контролируемости общественных перевозок, то есть тот самый контроль, о котором говорил Радий Фаридович. Вот он же правильно обозначил, что Техас. Да, был у нас. Вот посмотрите, кому выгодно сегодня, чтобы вот эти решения не были приняты? Кому выгодно? Перевозчиков у нас нет, не нелегал. Уже частным перевозчикам. Их у нас немного, 13. И попробуйте вдуматься вот в те вбросы, которые сегодня имеют место быть со стороны ряда блогеров. Я очень внимательно изучил и видео, и те комментарии, которые сегодня имеют место быть в прессе. Ведь там, вы знаете, некоторые клише не повторяются. Значит, и все сводится к тому, что вот вся эта систематизация подается как критика одного из предложений, которое вот имеет место быть в рамках реформы отрасли — турникет. Турникет — не принято решение, это вот одна из звеньев этой цепи, которая должна быть или предлагается к установке в рамках систематизации перевозок. И ведь основная задача всего этого — это контроль перевозки, в первую очередь частного перевозчика. А сегодня рынок перевозок в Уфе — это практически 6 миллиардов рублей, и только четверть, 20-25% доходной базы уходит в Башавтотранс. Все остальное остается где-то вот у частного перевозчика. И этот Техас, он не регулируется, он не контролируется. И, безусловно, вот эти 13 перевозчиков не хотят, чтобы их контролировали, не хотят, чтобы мы понимали, сколько сегодня пассажиров проходит через их подвижной состав. И основная задача ведь заключается в том, чтобы эту систему начинать контролировать и понимать осуществление перевозок, в том числе у частного перевозчика. Это ведь и та же самая налоговая база, которая формируется. Так они же не смогут скрыть, если будет единая система оплаты. Турникет тут не поможет. То есть каждый, кто с картой оплатит, это будет прозрачно. Именно. И к этому мы и стремимся. Так. Ну так мы получим единую систему оплаты. Безусловно. Безусловно, мы ее получим. Мы ее уже подготовили. Все нормативные правовые акты готовы. В пятницу, сегодня, завтра состоится совещание у главы, на котором мы примем окончательное решение по тем форумам, через которые можно будет реализовать эти решения. Но сам факт внедрения автоматизированной системы оплаты под сомнение мы не ставим. Есть несколько вариаций. Турникеты — это лишь одна составляющая этой системы. С ними, без них — это все обсуждаемые вопросы. Это лишь одно из предложений, которое сегодня рассматривалось. Но вот та подача и, самое главное, та реакция перевозчиков, она однозначна. Я спросил бы, наверное, пользователей транспорта, пассажиров, не поддаваться вот этим инсинуациям и очень здраво, осмысленно понимать задачи этой реформы. Систематизация общественных перевозок. Что говорят, кстати, перевозчики? Нужны им турникеты или нет? Сами перевозчики. Вы знаете, один из перевозчиков, вот нелегальный перевозчик, уже находится под следствием. Так. И к одному из них мы очень внимательно сейчас также присматриваемся с точки зрения тех действий, которые он совершает. И я не исключаю, что частично еще 2 перевозчика также попадут под наше пристальное внимание, по ним будут приняты меры. Перевозчики в некоторой степени опасаются тех решений, которые сегодня принимаются, потому что
наверное, было интересно им с точки зрения сохранения вот того Техаса, который имел место быть в уфимской агломерации, в системе перевозок по городу Уфе по республике Башкортостан. Но эти времена проходят, пусть они останутся в прошлом. Мы, безусловно, за качественный, за безопасный транспорт и в Уфе, и в республике, который абсолютно контролируем, абсолютно прозрачен и который в первую очередь ориентирован на интересы самого пассажира. Смотрите, вот эти турникеты, от них в Москве тоже самое отказались, но у нас было предложение их использовать. В чем, на ваш взгляд, все-таки их положительный смысл? Негативный смысл их использования мы уже как бы поняли, да, о нем много написано. А в чем положительный, если он есть? Вы сослались на опыт Москвы. Наверное, безусловно, он в некоторой степени положительный опыт, но Москва также очень болезненно подходила к этому вопросу. Мы это абсолютно здраво понимаем, и когда эти варианты рассматривать, мы, безусловно, учитывали этот факт. Те расчеты, которые сегодня имеет место быть, они показывают, что установка турникетов на 19,5% повышает доходность, в первую очередь, государственного перевозчика. Это, если брать в абсолютных числах, это около 700 миллионов рублей в инвестиционную программу развития предприятия. В прошлом году предприятие закрыло год с убытком. То есть меньше людей проезжают зайцем? Безусловно, да. Безусловно, да. И это с одной стороны, если мы говорим про государственного перевозчика. Если брать же частного перевозчика, здесь это единая система вместе с валидатором, которая позволяет контролировать поток пассажиров, который проходит через того или иного перевозчика. Так, вот, кстати, возвращаясь к первому вопросу, у нас система оплаты, вот эта карта, она будет вроде тройки той же московской, или это что-то свое мы хотим через банки как-то сделать? Безусловно, это единая транспортная карта, которая подразумевает возможность использовать ее на различных видах перевозок, так называемая мультимодальная транспортная система. Это основная идея реформы заключается в создании мультимодальной, удобной транспортной системы. Мультимодальность подразумевает, что с использованием одной карты можно проехать на различных видах транспорта, то есть или в течение часа на разных автобусах, или воспользоваться речными переправами, городская электричка. Знаете, если мы говорим про Уфу, город Уфа включает в себя 3 основных вида транспорта в перспективе, как мы видим, до 2024 года. Это скоростная электричка, это городская электричка, мы хотим ее закольцевать в перспективе, эта работа сейчас уже с РЖД продолжается, которая обеспечит транспортную доступность южных и юго-восточных районов города, Нагаева, Шакша и так далее. Это скоростной трамвай или легкорельсовый трамвай. С инвесторами уже сейчас идет упаковка проекта, которая соединит, по сути, по диагонали закольцованную городскую электричку и сеть автобусных и троллейбусных сообщений, значит, внутри города, и на пересечении, соответственно, этих различных видов транспорта будет сформирован так называемые транспортно-пересадочные узлы. Именно вот эта система, это та цель, к которой мы сегодня стремимся. Вот вы приводите пример Москвы. Наверное, он в некоторой степени положительный, потому что в Москве создана единая навигационная транспортная система, удобная для пассажира, и это в некоторой степени репрезентативная история, которая может быть использована и в Башкирии, наверное, будет использована. И это наша задача, это задача реформы отрасли. Но, безусловно, мы говорим об обновлении подвижного состава, и у Башавтотранс, и у частного перевозчика. В частности, по городу Уфе до конца года частный перевозчик должны заменить около 190 единиц подвижного состава, в первую очередь с переориентацией автобусов малого класса на автобусы средней вместимости. За Башавтотрансом мы закрепляем автобусы большой вместимости. Это единая транспортная карта, это единый фирменный стиль у всех перевозчиков. А пассажир, вы знаете, он не должен выбирать государственный или частный перевозчик. Да, понятно, он должен одинаково доверять всем видам транспорта и на них ездить. Вот вы сказали, трамвайная линия, это вообще, наверное, как всегда, перспектива далекого будущего. Планируется соединить север и юг? Безусловно. По проспекту Октября или как-то иначе? Да, мы склоняемся к тому, что это будет проспект Октября. Есть различные вариации сейчас трассировки прохождения маршрута, но основным является именно проспект Октября. А при понимании, что, возможно, это будет плюс первый этаж и минус первый этаж, и, значит, горизонтально непосредственно на уровне дороги. Сроки какие-то уже определены, есть в планах?
Сроки есть, наверное, я бы сейчас их не стал озвучивать, потому что мы находимся на стадии упаковки проекта, и вот та форма ее реализации во многом будет влиять на стоимость проекта. Мы не хотели бы уйти за стоимость выше 15-17 миллиардов рублей, это уже влияет на окупаемость проекта. Окупаемость проекта 28-30 лет, цена билета от 18 до 25 рублей, и инвестиционная составляющая от билета будет составлять где-то 1 рубль. Угу. Тем на самом деле много. Вот приложение по поводу работы с ямами на дорогах в городе, много критики по поводу этого приложения, в том числе вот в Рио главы региона. Тут возникает простой вопрос. Во многих городах, в том числе вот в Подмосковье, я знаю, есть работающие приложения. Почему нам бы не взять что-то готовое и не использовать? Я вот сегодня с утра пытался, кстати, зайти, глючит до сих пор, как принято говорить. Система работает, готов вам показать. Не, в принципе работает, но есть сложности, авторизацию требует повторно. Да, есть ряд комментариев, и мы сейчас открыли обратную связь и собираем все эти замечания, которые имеют место быть у населения. Мы на самом деле не идем по какому-то там новому сценарию придумывания велосипеда. В первую очередь, конечно, были взяты наработки наших коллег из Подмосковья, вот программа «Добродел», которая сегодня, наверное, лучше является в России в этой области, и мы с ними взаимодействуем, с этими же разработчиками мы сегодня взаимодействуем. Программа довольно удобная, она работает, есть по ней ряд замечаний, они будут устранены в установленный срок. Здесь ведь самое главное заключается в том, чтобы провести работу на высоком качественном уровне по ямочному ремонту с ориентацией на заявки самого населения. До внедрения этого программного продукта работа проводилась обычно на уровне самого заказчика. Он сам оцифровывал, он сам фиксировал ямы, и на основании этой информации уже проводилась работа по ликвидации, по проведению ямочного ремонта. В прошлом году где-то 250 тысяч ям, по ним была проведена работа с применением и горячих, холодных асфальтобетонных смесей. В этом году мы где-то прогнозируем удвоение этой работы, объемов работы, учитывая, что, значит, сейчас принимаются заявки со стороны населения. Но вот такая программа, такое мобильное приложение, безусловно, актуально, безусловно, нужны. В первую очередь мы должны ориентироваться, и заказчики, и те компании, которые занимаются содержанием, должны ориентироваться на потребности. Смотрите, у города жителей. Есть свой сайт, и вот это вот сейчас новое приложение республиканское, они как-то интегрируются между собой? Безусловно. Технически они интегрированы, значит, сейчас вот эта работа ведется, но мы, безусловно, дальше будем проводить работу по обновлению и улучшению этого программного продукта, и задача поставлена главой сделать лучший продукт в России, она будет выполнена. А у меня вот вопрос по поводу ямочного ремонта. Каждый год одни и те же ямы, в принципе, мы ремонтируем, просто они становятся больше, шире. А нет ли какого-то документа, который к подрядчику выставляет какие-то гарантийные сроки? То есть нет ли такого, что подрядчик гарантирует, если он в этом году сделал, то 3 года эта яма не откроется снова, потому что одни и те же болячки на одних и тех же местах каждый год мы видим, они просто шире с каждым годом становятся. И все, что там ямочку ремонтируют, она потом вскрывается по-новому. Безусловно, вы сейчас затрагиваете системные болевые проблемы, да. В целом, наверное, не столько Республики Башкортостан, сколько Российской Федерации в целом. Я, наверное, опять же от общего к частному начну. Если ориентироваться на информацию РАДОР, это Ассоциация всех дорожных служб России, в целом по нашей стране ущерба дорогам наносится в 2 раза больше, чем ремонтируется, имея в виду чем те дорожные фонды, которые сегодня уже заложены на субъектовом уровне. В республике ситуация примерно такая же. В этом году дорожный фонд превысит 20 миллиардов рублей, и практически половина, чуть меньше половины, значит, будет направлена именно на ремонт, именно на содержание, на сохранение нормативной части, в нормативной части дорожного покрытия. Ведь и по протяженности дорог мы вторые в России, 47,5 тысяч километров дорог общего пользования есть в Республике Башкортостан. И в этом контексте, безусловно, важно дальше продолжать работу по, с одной стороны, сохранению
Того, что есть. Безусловно. И сокращение ущерба, который наносится автомобильным дорогам, то есть переориентировать тяжелые грузы. В частности, сейчас в апреле, в период максимальной просушки дорог, максимального переувлажнения дорог идет работа по перекрытию, по ограничению прохождения тяжеловесного транспорта по дорогам. И, с другой стороны, проведению работ по ремонту этих дорог. В этом контексте важным является решение президента России, правительства России по реализации национального проекта БКД 2.0, как он условно называется, безопасная, качественная автомобильная дорога. Национальный проект БКД. Этот проект ставит довольно амбициозные задачи по приведению в нормативное состояние до 85% в городских агломерациях с населением более 1 миллиона человек, и Уфа подпадает. А нельзя ли как-то из этого проекта убрать вот эти металлические заборы, которые по городу расставятся? Барьерное ограждение. Да. Имейте в виду, барьерное ограждение является одним из элементов этого проекта. Это мы уже поняли. Как-то можно отказаться городу отдельно. А давайте не будем. Понижение смертности и снижение аварийности на дорогах — это безусловный важный элемент этой работы, поэтому, к сожалению, мы от этой части дорожного хозяйства отказаться даже не сможем. Я, возвращаясь к проекту БКД, отмечу, что задача поставлена в том числе и по республике до 2024 года уфимскую агломерацию довести до норматив до 85%. В этом году по этому проекту денег будет больше, чем в прошлом, или так же, или меньше? Денег будет больше, более 3 миллиардов рублей в этом году уже предусмотрено на этот проект. И отмечу, что с этого года в проект мы также включили и Стерлитамакскую агломерацию, это город Стерлитамак, города Ишимбай и Салават, а также Стерлитамакские и Ишимбайские районы. В этом году в рамках проекта БКД по Уфе будет отремонтировано практически 116 километров, по Стерлитамакской агломерации около 50 километров дорог. И, безусловно, это вот тот самый прорыв, который сегодня имеет место быть. И здесь ставка отдается, если по Уфе мы эту работу продолжаем уже 3-й год подряд, и жители это видят, акцент сделан на основные магистральные улицы города Уфы, по которым ходит общественный транспорт, это проспект Октября, по которым также в этом году будут продолжены работы, это вылетные трассы, дорога Уфа-аэропорт. По Стерлитамаку 4 основные вылетные трассы, Раевский, Стерлитамакский, Уфимские тракты будут в этом году отремонтированы. Очень много вопросов приходит, в том числе частных, отдельных по разным маршрутам. Наверное, мы вам их передадим после эфира, и в частном порядке нужно будет ответить. Но вот про ДТП, у нас большая статистика по смертельным ДТП. И вот я помню, в марте была новость о том, что некая комиссия у нас формируется по поводу рассмотрения этих ДТП. Что-то делается? Наверное, опять же начну от общего к частному. Снижение смертности на дорогах — это наша главная задача. Я бы сказал, что это моя личная главная задача. Это тот самый вызов, с которым мы сегодня сталкиваемся. Мы, как отметил Радий Фаридович, находимся в глубокой багровой зоне, 4-я снизу, 550 смертей произошло в прошлом году. И мы изучили опыт других регионов России, которые принимали те или иные действенные меры по снижению смертности, снижению аварийности на дорогах, и видим решение этой задачи в 2 основных направлениях. Первое — это инфраструктурная составляющая, это проведение отдельных мероприятий по тем локациям, где случились ДТП. В соответствии с национальным проектом БКД есть требования по проведению работ на так называемых местах концентрации ДТП. Это 3 или 5 или одинаковых, или разных дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. Но они все известны, наверняка есть статистика. Да, у нас их около 140, у нас их 140 по республике, но мы пошли дальше, мы берем каждую локацию, где произошло смертельное ДТП, то есть 550 мест в прошлом году по каждому ДТП, где будет проходить со смертельным исходом ДТП, там будут проведены отдельные мероприятия. То есть это большая ответственность, которую мы сегодня берем на себя. Второе — это изменение философии вождения. Все мы видим, что зачастую лихачат, не соблюдаются правила дорожного движения, без понимания совершаются те или иные маневры, ездят непристегнутыми, выпившими садятся за руль. Это все имеет место быть. Для этого уже с этого года предусматривается проведение ряда пропагандистских мероприятий, тебя ждут дома, цикл телепередач и так далее. У нас совсем мало времени остается, хотелось бы еще тему моста затронуть. Вот нам все обещают, что будет вставка строиться новая. В этом году начнутся работы или нет? Я завершу. Камеры, фото и видеофиксация. Я прошу водителей именно очень ответственно к этому отнестись. Камеры
509 камер до 1 мая мы дополнительно поставим. Нет ни одного участка дороги в республике, где не будет камер. И камеры будут нового типа. До 1 мая за месяц? До 1 мая следующего года. Да. Значит, камеры нового у нас типа. 40 секунд до конца. Успеем что-то сказать. Мост 30 месяцев, с мая начнем строить. С мая этого года начнутся работы? Дата пока определяется, может быть, от 12 июня, со дня города. Вот, май-июнь строительство начнется. И закончится за 30 месяцев, 30 получается. месяцев. Понятно. А подземные переходы возле монумента дружбы будут в этом году завершены 2 подземных перехода. Ой, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Оставшиеся вопросы мы передадим нашему гостю после окончания эфира. Благодарим председателя Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии Тимура Мухаметьянова. Благодарим всех наших слушателей. Желаем хорошего дня и до свидания. Спасибо, до свидания. Мягкой посадки вашим батарейкам.